Орда, что не знала преград. Золотая Орда, Улус Джучи, самоназвание на тюркском Улу-Улус, великое государство, начала складываться в 1224 году в составе Монгольской империи, когда Чингисхан выделил своему старшему сыну Джучи один из самых крупных улусов с центром в Нижнем Поволжье. Границы улуса Джучи, Золотой Орды, окончательно сформировались после Западного похода, в котором участвовал его сын Бату-Батый. Самостоятельным государством Золотая Орда стала в правлении хана Мингу Тимура 1266-1280 годы в результате распада Монгольской империи. Впоследствии Золотая Орда разделяется на два крыла – западное и восточное. В каждом крыле возникает своя столица. В западном крыле город Сарай, Сарай-Бату, с XIV века Сарай-Берке. В восточном крыле Орда-Базар. Всего же, по мнению археологов, число городов в Золотой Орде доходило до 150. В снаряжение боевого коня воина Золотой Орды входили двусоставные кольчатые удила. Именно монголы догадались заменить удила с псалями на удила с большими наружными кольцами, транзелями. Они находились на концах удил, и уже к ним крепились ремни оголовья и подвязывались поводья. Так удила приобрели современный вид и остаются таковыми и сегодня. Седла делались деревянным остовом и дугообразными луками, окантованными полосками железа. Высота передней луки была немного выше задней. Седельные луки раскрашивали, украшали резьбой и металлическими бляшками. Полки седла скреплялись железными пластинами, ленчик покрывали войлоком, а затем обтягивали кожей. Под седло клали войлочный потник, который прикладывался кожаным тисненным чепраком. К седлу крепились стремена арочной или треугольной формы. Конскую узду старались богато украсить металлическими бляшками с растительным орнаментом. В Золотой Орде применяли самую древнюю форму подков – башмаки из льна, конопли или кожи, а подошвенные поверхности копыт покрывали смолой. Главным оружием золотоордынцев были сложносоставные луки исключительной мощности, с силой натяжения до 60-80 килограммов. Длинные монгольские стрелы с красными древками и очень мощными наконечниками пробивали защитные доспехи, пронизывали человека насквозь, нанося огромные рваные раны. Стрелы носили в колчане остриями вверх. Колчаны и налучья часто украшали костяными пластинами со сложными резными узорами, металлическими и костяными бляхами-накладками, кожаными аппликациями и вышивкой. Клинковое оружие представлено палашами и саблями. Палаши имели длинные однолезвенные клинки и прямую рукоять. У сабель рукоять располагалась под углом к линии изогнутого клинка, ромбического в сечении с долом. Иногда клинок имел расширение к низу, которое называлось елмань. Перекрестие на ордынских саблях брусковидное, с загнутыми вниз расплющенными концами. Клинки носили в кожаных ножнах, которые крепились к поясу с помощью кольцевидных обойм. В ближнем бою иногда использовали булавы, кистень и копье, которое всадник носил за спиной. Золотые кони хана Батыя. Легенда. У Батыя умер его любимый скакун, и он решил сделать из золота его копию. На изготовление статуи пошло 15 тонн золота. Была потрачена вся собранная за год дань. По легенде, коня отлил колокольных дел мастер, захваченный в плен в Киеве. Позднее хан приказал отлить еще одного коня, точную копию первого. Блестящих коней с горящими рубиновыми глазами поставили у городских ворот столицы золотоордынского хана. Долгое время золотые кони Батыя являлись символом могущества Золотой Орды.
Однако дальнейшая их судьба неизвестна. Они бесследно исчезли, и местонахождение этих сокровищ сокрыто во тьме веков.